Защитники, давайте скамейку занесем, потому что внимание не 10 обвиняемых, журналисты и потерпевшие. В самом большом зале заседаний Вахитовского суда даже не хватило сидячих мест. Дело громкое. Обвинить в совершении преступлений как статьи 210, как статьи 159 мошенничество, так статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации 10 подсудимых, хищение денежных средств при получении пособия по беременности и рождению. В уголовном деле 157 томов, 45 из них – обвинительная часть. Если кратко, то по версии следствия, с января 2013-го почти 5 лет обвиняемые оформляли документы в Фонде социального страхования декретницам. Но, по версии следствия, схема выглядела так. Обвиняемые находили беременных женщин, трудоустраивали их в фирмы, в том числе и в однодневке, с завышенными зарплатами. Пособия, соответственно, были высокими. Малую часть получали будущие мамы. Львиную долю, сумма могла достигать и 300 тысяч рублей, оставляли себе. На скамье подсудимых оказался и экс-руководитель филиала ФСС по Вахитовскому району Айдар Юсупов. Пока комментарий не хотим давать. В рамках процесса будем давать комментарии с адвокатом. Судим. Пока без комментариев. Да, пока без комментариев. Заседание сегодня началось неожиданно. Большинство подсудимых отказались от назначенных государством адвокатов. Также отказывается от услуг адвоката, свои интересы в процессе судебного разбирательства будет представлять сама. Да, пока мы назначим адвоката, не связано с вами материальное положение. Но судья отклонил все ходатайства. Причина – обвинение подсудимых в преступлении по особо тяжкой статье. Им грозит больше 15 лет за решеткой, а потому участие адвокатов в процессе обязательно. После чего защитники попросили суд сделать перерыв в заседании на 2 месяца. На этом сегодня суд объявил перерыв, дав время адвокатам ознакомиться с делом. Заседание продолжится 15 марта в 10 часов. Салават Ухмадуллин, Ренат Сафин, ТНВ. Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.